Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И есть серед нас, аллилуйя. Сядайте, коли ласка. Дорогие детки, милованные в Христе Павле, братья и сестры, гости нашей святыни, уважаемые христиане, поднимите брамы верхи ваши и расчинитесь брамы спрадвечния, и увойде володар славы. Кто ему этот володар славы? Бог великий и могутный, Бог могутный у битве. Ми розпочинаємо святкувати Пасху Христову. Вітаю вас у нашій святині, в эту чудовую ночь. І не здарма, брати і сестри, на самому початку Великодної промови я прочитав уривок з 24-го псалма. Бо ми хочемо розумно і з вірою переживати Божі таємниці, які здійсняються під час цієї пасхальної літургії. Тут, зараз. Християне всіх часов живуть вірою у таємницю Воскресення Христова, яке відбулося раз і навіки для всіх поколінь чоловічого роду. І ми з вами так само в цьому день живемо. И даремной была бы наша вера, как Христос не воскрес, скажет святый Павел. Але от меня и тебе залежить, ці доверимся мы Богу. И тем, кому Он переказал таємницю воскресения. Никто из нас, браты и сестры, не был в той момент. Але нам Бог покинул свідком, який нам эту таємницю переказав. Ці збавимося ми про віру. Бо сказано в Біблії, тільки про віру здійсняється збавлення. Ці ми, може, будемо, як многие сучасні, жити бездумно, клопочучися тільки про матеріальний бит. Ці, як ровесні, які шукаючи для себе оправдання у неких атеїстичних поглядах і нових філософських групах, далей жить, пробачьте, неким примитивным життем, как догожать своим слабостям, набивать только себе живот и шукать розыгрыш. Такий способ чоловічого існування, брати і сестри, на самой справі має смутну перспективу. Той, хто не має віри, справді має смутну перспективу. Конець. Смерть – це конець. І чоловік тішиться земним життям, питається яким різними способами зробити його щасливим, чудовим, але живе коротко. І ніколи не спознає справжнього щастя. Тут на землі ніколи. А ми, християни, підкреслюю, віруючі християни. Християн у світі шмат, але віруючі християни. Мы слухаем Слово Святого Писания и верим тому, что открыл нам Бог. А Бог раз сказал, и станется. Бог свет створал Словом, сказал, хай будет светлый, и станется так. Сказал, хай будет человек, вдохнул его дух жизни, и есть человек. Христос Лазару сказал, выходи вон с могилы, и вышел Лазар. На третий день Господь вышел из могилы, и все, раз и навсегда. Это Бог сказал. Бог свои слова ветер не бросает и назад не забирает. Поэтому в эту святую ночь, братья и сестры, мы хотим осведомлять себе, якую ласку, який дар дав нам Христос про своє з мертвых повстання. Устав з мертвых. Вы подумайте себе, встав з мертвых, взял и встал. Лежал 3 дні и встал. Из мертвых повстал.
И в Деях святых апостолов мы читаем, это кто сказал? Это сказал той, который вел до могилы, убачил и поверил. Это той, который життя свое, так как Христос отдал, которого укрыжевали. Это Петр сказал. Послушайте, что Петр сказал. Мужи израильские, послухайте это слово. Иисуса з Назарета, мужа, засвідченого перед вами Богом моцами і чудами, і знаками, які Бог учинив праз Його, між вами, як ви самі ведаєте. Його гость, який поводле визначеного рішення і наканування Божого був видадений, ви руками безбожних укрижували і забили. Але Бог увоскресив його, визволивши від покут смерті. Бо не навчило було, як яна оволодана їм. И далее Петр, цитируя словы Давида, «Бо не покинешь души моей у пекле, и не даси святому твоему убачить тление, разложение, если хотите». Братья и сестры, вот эти словы, пророчие словы, які Давид промовив, вони дотичили самого Сина Божого. Але послухай, що Бог сьогодні мені і тобі каже. Ты не покинешь души мою в пекле. Это важное слово для нас, христиан. Бог не хочет, как твоя душа и моя душа была в пекле. Равно туда Христос вошел. Давайте вспомним райский сад. Когда Адам согрешил, и он сховался от Бога. Потому что понял, что все, конец. Что без Бога пришел конец. Стыд, угрызение совести, пороки, болезни и смерть. И он сховался от Бога. Але Бог его кликал в рай. Адам, ты где? Адам, ты где? Вот и Христос, братья и сестры, что Он робил там 3 дни? Что робил Христос 3 дни от хлани? И Он вошел в пекло. И там Он шукал Адама. Там Он шукал Адама и пытался: Адам, ты где? Я пришел за тобой, выходи. И Адам кричал там, уже в пекле. У раї он сховався від Господа. Але там у пеклі Адам кричав: я тут, Господи, я тут. Быстрее. И за Адамом кричала его жонка Ева, которая так само шукала рятунок. И вот, братья и сестры, поглядите, коли ласка, на ту икону. У сходнім стилі, він вельми багатий сходній стиль. У нас в католицизме нема таких образов, як у сходнім костелі. Вот эта икона. Это икона воскресения. Христос Адама и Еву вытягивает, видите, вытягивает с пекла. Не просто там за ручку взял, так тихонечко, вытягивает. Смотрите поближе на икону. И Христос почал выводить с пекла Адама, Еву, усіх праведних, маючих надій на Бога, Авраама, Моисея, Давида, Исаия, Иезекииля, Амоса, Баруха, всех Божьих пророков, всех праведников, про которых мы в Библии читаем, всех откуда начал тянуть. Всех. И Христос, можно сказать, братья и сестры, опустошая пекла, начинает опустошать пекло. И оно первый раз, как бы окрадено, губляя свою силу. Сатана в недоумении, он же Христа распялся, убить, уничтожить, он в недоумении, потому что с пекла пошли души, шли вперед. Двери пекла отчинены для выхода первый раз.
Туда заходили все, оттуда никто. Как только он умер, заходи. Следующий, заходи, входи. Оттуда никто до этого не выходил. Туди запускали всіх. А тепер душі праведні, як птушки з клетки, вылетали в небо. Раз, второй, третий, пятый, десятый пошел. Вылетали оттуда души праведные. Какие души? Только те души, какие сами отреклися от Бога и ничего Христового и Божьего в себе не имели, там заставались, потому что Христа не познали. Им было соромно, стыдно и безнадейно, потому что не узнали Христа. А праведные узнали. Итак, будьте, братья и сестры, при конце света. Читайте Евангелие. В судный день все будут стучаться в двери. Господи, открой, это мы, открой. А Господь говорит, не знаю вас. Не знаю вас. Читайте Евангелие. Брати і сестри, святий Ян Златоустий каже, не бойтеся пекла, бо Христос його розрушив. Але тільки у самих себе пекла не носите. Пекло безбожности, пекло распуста, пекло роскоши, пекло пьянства, обжорства, гультайства, пекло злости и ненависти до ближнего, пекло непробочения и помсты. Не носите. Не носите пекло в себе. Потому что уже тут начинается пекло. И святий Ян Златоустий каже, коли в тобі пекла нема, если ты чистый перед Богом, перед людьми, то ты не повинен бояться пекла. Бо Христос его порушил. И Бог дал ему уладу над пеклом. Иисус знает ключи Давида. Читаємо Откриття на Богослова. Перша глава. Коли Яну було дано убачити візію неба, він побачив Христа. І читаємо. Перша глава, 17 строка. «Не бойся, сказав Христос Яну». То й упав ніцьма. Упав, бачивши Христа, упав ніцьма і сказав, Господи, що, страх Божий? Він говорить, не бойся. Я перший и остатний, опошний и живый. Я был мертвым, и вот я живу на веки вечных. И, внимание, и маю ключи смерти и пекла. Ключи от пекла мает только Иисус. Помните вот этот образ. Туда заходят все. Оттуда без Христа никто. И мы уже тут на земле, дорогие христиане. Мы уже тут на земле повинны жить Божьим життем. Мы повинны тут собраться с Иисусом. Не носите в себе пекло. Ты не можешь, Божие дитя, ты не можешь, христианин, носить в себе пекло. Бо в Библии сказано, кто чинит грех и всякое беззаконие, то и дитя дьявола. И христианин не может носить в себе пекло. Как не хочешь там окунуться. Поэтому вельми важно, братья и сестры, и дякую вам, что вы сегодня тут. Потому что вот это Пасха, святая Божья литургия, Слово Божие, Святый Дух, всякие знаки, Божьи знаки, Христос у Святой Коммунии. Вот тут Пасха. И внимание, если мы тут на земле не удельничаем Пасхи Христовой, тут, у Божьем костеле, у супольности христианской, то мы не можем войти в небесный Иерусалим. Бо як мы будем себе там отчувать?
Як ты будешь отчувать себе в присутности Господа Святого, Чистого, Праведного, если в душе твоей пекло? Это не можно сопоставить. Свет с тьмой нельзя сопоставить. Свет есть свет, а тьма есть тьма. И поэтому жить, как жить на веки, то нам треба удельничать в Божьем житии. Знаете, сегодня многие теории такие, планы у атеистов, неверующих. Мы создадим суперчеловека, супермозг, компьютер и так далее, мы будем жить вечно. Ну, давайте, попробуйте. Жизнь коротка. И как бы мы ни пытались ее, не знаю, обмолодить, альбо продолжать век человечек, ну, насколько продвинемся? Ну, на 100, может, на 200 лет, может, на 300. Но не более. А Христос навеки. И Бог про свой костюм в живой литургии, яка з'являється уособлением Божского життя на землі, веде своїх дітей до вічного життя в Христі. Многие насмеиваются, многие не приймаються, многие не разумеют, магически подходят до христианства, а Бог нас спасает. Вот, многие играют с Христом и так далее, зневажают Христа, а Бог нас спасает. И святый Павел в первом послании до Коринфянам каже так: «Коли свет мудростью не познал Бога, у мудрости Божией, век сподобалося Богу праз шаленство проповедництва званите верующих». Пока там атеисты и безбожники вымышляют новые теории против Бога, и Святой Церкви, и христианства, уничтожают, да? Господь нас спасает. Вот через глупство проповедования, да? У нас Бог спасает. Братья и сестры, я венчую вас. Венчую вас со Святой Пасхой. Венчую вас за то, что вы перекрочили порог Божьей святыни. Господь сегодня всех нас тут знает по имени. Каждый. Вася, Катя, Юза, Александр, Николай. Всех нас знает. Собруйте с Христом, у Него ключи. Ключи от пекла. С души своей, сердца своего, быстрее заканчивай с пеклом, быстрее, сегодня же. Сегодня в этом храме будешь молиться, не знаю где, святой коммунию принимать, или будешь у гроба Божьего молиться, пустого уже, потому что Христос уже воскрес, да? Молись и говори: Господи, конец этому пеклу. Все, я начинаю новую жизнь. Я начинаю наново любить, я начинаю наново прощать, я начинаю наново Христа шукать, Библию открывать, я начинаю наново жить. Тогда будет Пасха. И даже для нас отвлекаем на это. Нехай Дух Божий сьогодні всіх нас хранає, нехай Христос у вас просто пройде серед нас, і разом з нами, і вийде поза храм нашої святыни, і храме наш город. И то, что подчас сьогодні освящения хотел еще сегодня вечером усім нагадать. Ведаете, вчора, коли мы молились подчас Страстной Пятницы, одаруючи криш Христову, 45 хвилин мы шли до крижа, поклонялись крижу. И мне пришло такое натхнение Божие. Ну, отец Николай, не все так плохо с глубоким. Не все так плохо. Глубокое мое будущее. Потому что есть много верующих людей. Глубокое мое будущее. Это слово будет пророчным.